Также мы в тот же день провели телефонный разговор с Робертом Витальевичем, который проинформировал о ситуации, о том, что действительно это инцидент, произошедший гораздо ранее, чем видео, которое мы получили, о том, что уже и проверку прошло внутреннюю свою, это расследование, и о действиях, которые происходили, да, я сообщила о том, что действия взяла на себя прокуратура расследования, да, мы все об этом уже в курсе, прокуратура ведет свое дело, аппарат полномочного будет пристально следить за тем, как будет вестись расследование, за материалами, которые будут поступать, да, и, естественно, это на контроле и без внимания не останется. Вместе с тем, считаю важным отметить недопустимость применения незаконного и необоснованного применения силы к заключенным. Это неприемлемо и недопустимо. Да, лучшим средством борьбы с преступностью и улучшения криминогенной обстановки является необратимость наказания. Да, мы сегодня рассматривали два случая, и если позволите к нему вернуться, скажу, что и в том, и в другом случае я, например, вижу картину того, что здесь работает принцип как раз-таки того, что это может остаться безнаказанным. То есть представьте себе, пожалуйста, Роберт Витальевич сказал о том, что эти люди не являются личностями криминальными, что это их личный конфликт, но они для себя решили, что это возможно открывать огонь в публичном месте, там, средь бела дня, где есть куча прохожих, да еще и на государственной границе. Считаю, что подобные факты стрельбы в общественных местах средь бела дня должны инкриминироваться как терроризм. И никак иначе. Это террор против населения. Да, и мне кажется, что в этих случаях надо демонстрировать всю серьезность и жесткость закона.